Тяжелые времена, они рождают сильных людей, а хорошие времена, они рождают слабых людей. Судьба каждого человека, она зависит от того, что происходит вокруг. Жили люди в Российской империи, да, а потом случилось несколько революций. Это первая русская революция 1905-1907 год, да, потом это февральская революция 1917 года, в ходе которой перестает существовать сама империя. Ну и Октябрьская революция 1917 года, гражданская война 1918-22 годов. Ну, хотя в периферии, например, да, гражданская война продолжалась вплоть до 25 года. И вот это же очень сильно сказалось на их судьбах, да, вот эти переломные моменты. Их биографии показывают о том, что они не сломались. Это очень важно вот осознать. Вот как раз наша сегодняшняя задача историков, и не только историков, тех, которые вообще вот занимаются этой темой, восстановить память народа именно вот этими биографиями. И вот по крупицам собирать, восстанавливать их жизнь, да, и посмотреть на ту интересную картину, которая вот как пазл складывается, да. Когда изучала биографию Михаила Васильевича Афанасьева, я стала наталкиваться на таких личностей, да, которые действительно поражали. И так потихонечку я вышла на целую семью, потом на целый род. Считается, что Афанасьева, они ведут свой род от самого Эллей-Батура. Один из его сыновей имел двух сыновей. Это как раз Сердар де Псюн и также Барабан Джотто. Вот. И Сердар де Псюн стал основателем родов Эспет, Черктей, Энер. И вот как раз у него был сын Улону Туян, у Сердар де Псюн, у которой была дочь Кютюр, которая вышла замуж за русского сборщика Ясака. В этом браке родился сын Чолбон, иногда называют Чолобус, у которого был сын Василий. У Василия родился сын Афанасий. И вот как раз поэтому оттуда и фамилия Афанасьевых. Я сейчас более чем уверена, что все наши известные якутские семьи, да, они все родственники. Да, это такая особая коммуникативная среда была, такая вот сеть такая, да, где вот воспитывалась именно дореволюционная якутская интеллигенция, которая формировалась благодаря осознанию, обнаружению большого разрыва в культурном развитии края, Якутской области. Мы, например, говорим о родовой знати. Это также почетные народцы, часто это купеческие семьи, да, где была особая среда общения, особая такая культура общения, да, где дети уже вот учились у частных педагогов, потом у политических ссыльных тех же. Да, и, конечно, всегда они смотрели на взрослых, на своих родителей, которые прививали им вот как раз ценности. Это тяга к знаниям, к образованию, трудолюбие, стремление к новому, неизведанному. Да? Поэтому я думаю, что вот от среды очень сильно все зависит. Известно, что Усть-Алданский ОУС вообще был, считается, я так вот в работе своей написала, обозначила как врата. Врата или же двери в Якутско-Аянские, Верхоянско-Колымские земли. Да? Вот, там пролегали тракты. Вот как раз-таки родовая знать, они обслуживали эти тракты. Как подрядчики, да, получается, они заключали контракт с областной администрацией и обслуживали эти тракты. Вот как раз одним из очень таких активных подрядчиков был Петр Павлович Афанасьев, и как раз он содержал много станций. Его эта работа стала одним из таких моментов, когда эта родовая знать стала накапливать свое богатство. Да?
И потом, после его смерти, его жена Варвара Афанасьева и его сын Алексей Петрович Афанасьев начали заниматься тоже этим делом, продолжили все это. У них, безусловно, был среди своих соплеменников очень большой авторитет. Дети Алексея Петровича Афанасьева были новаторами, представителями первой якутской интеллигенции, которые были первыми во многих областях жизни Якутской области и Якутской республики. Я начала сначала изучать биографию первого дипломированного юриста из якутов. Это биография Михаила Алексеевича Афанасьева. Но если посмотреть так, то вот его старший брат Петр Алексеевич Афанасьев, например, да, который вот ездил на коронацию императора Николая II, он участвует в выставке промышленной и художественной в 1896 году. Наша дореволюционная интеллигенция, замечательные представители ее, это Василий Васильевич Никифоров, Келемнюр, это Петр Алексеевич Афанасьев, Петр Илларионович Захаров там, и так далее, да, которые выехали на коронацию Николая II и вот как раз съездили на эту выставку. Приехав, возвратившись, они стали обращать внимание вот на этот культурный разрыв и, скорее всего, очень четко для себя осознали, что они должны сделать для своего народа, просвещать ее. И думая, что, ну вот, например, Петр Алексеевич Афанасьев, он в своем поместье Арбаты открыл частный музей, который был очень известен, да, в Якутской области тогда. Вот, сельскохозяйственное общество, библиотеки стали открываться. Поэтому значение, например, вот этой выставки, куда выезжали наши представители нашей дореволюционной интеллигенции, очень важно. Известно, что в Усть-Алданском улусе тогда жили как раз каракозовцы, политические ссыльные. Это Юрасов, это Ермолов, Странды. Потом другие политические ссыльные тоже были. Папий Подбельский, да, у которого учились Петр и Михаил Алексеевич Афанасьева. Это вот, знаете, Алексей Петрович Афанасьев в этом плане молодец. Он понял в общении с этими политическими ссыльными, что очень важно быть образованным, да, если ты имеешь авторитет, да, являешься примером для своих детей, вот, получить образование. Он выписывал очень много книг, создал свою домашнюю библиотеку. Безусловно, дети его читали, да, и те же политические ссыльные вот этим мальчишкам много чего интересного преподали, я так думаю. И очень много интересного рассказывали, что вот эта тяга к образованию, тяга к получению знаний, оно стало главной ценностью в жизни этой молодежи. Потом уже передавали они это как вот ценности безусловную своим детям. Конечно же, выезд первых студентов, которые закончили мужскую прогимназию, реальное училище, в центральные города на учебу, это Томский университет, например, да, Казанский университет, Санкт-Петербургский, Московский университеты. Это тоже способствовало потом вот как раз формированию нашей национальной интеллигенции. Если говорить о Михаиле Алексеевиче Афанасьеве, у него удивительная судьба. Он был женат на Елене Анацевич, которая была балериной, она танцевала, но также случилась в семье трагедия. Она, родив младшего сына, тоже рано уходит из жизни. И Михаил Алексеевич Афанасьев, он как раз вот занимается воспитанием своих детей самостоятельно, 4 детей у него было. И потом вот в советское время он работает в постпредстве, юристом работает, там консультировал очень много вопросов, которые, ну, возникали тогда, да, именно связанные с Якутской областью, с Якутской республикой. Я думаю, что его биографию нужно изучать дальше, потому что его дети, его внуки тоже очень интересная, у них судьба, интересная биография. Вообще, если вот так вот взять, то Афанасьевы и по сегодняшний день вот очень много делают для нашей республики. Огромный, очень интересный род. Но мне кажется, это вот, например, то, что я написала, Дюбсинский род Афанасьевых в истории Якутии, это только начало.
будут еще очень много открытий. Вот как раз сын Михаила Алексеевича Афанасьева, Алексей Михайлович Афанасьев, которого назвали в честь отца Михаила Алексеевича. Он в годы Отечественной войны приезжает сюда, в республику, то есть на родину своих предков. И здесь он работал как раз вот дома на сваях, которые сегодня у нас есть, да, знаменитые, так скажем, дома на ножках. Это вот как раз изобретение Алексея Михайловича Афанасьева, который подает эту идею, и дома на вечной мерзлоте строятся на ножках. Но, видимо, его отец Михаил Алексеевич Афанасьев, он рассказывал, что мой брат Петр Алексеевич Афанасьев, он строил здание у себя в поместье тоже на ножках, на таких стойках. Да, вот есть даже такая местность, Остойка, в Усть-Алданском Усью. Вот, поэтому это тоже очень интересно. И такие дома также он строил в Арктике, вот, когда был на экспедициях. Петр Алексеевич Афанасьев, например, да, у него было большое количество детей. Например, Надежда Петровна Афанасьева, она стала первым врачом-педиатром, который окончила Томский университет, занималась вопросами, проблемами материнства и детства в республике. Она же получила почетный знак, почетный врач, получается, ИАССР. Да? И также вот мне всегда очень интересно, как, например, Галина Петровна Афанасьева, она уехала в Москву, и там поступила в институт, географический институт, и стала первым дипломированным климатологом. Его дочь Вера Петровна Афанасьева стала первым фармацевтом из народа Саха. Это же удивительно, да, действительно. И я думаю, что вот тоже это от родителей, которые все время там в каких-то проектах находились, и дети тоже, наверное, хотели быть похожими на своих родителей, всегда жить вот какими-то интересными проектами. Представителей Афанасьевых очень много сегодня в республике, например, в науке, да, там, в образовании, в сельском хозяйстве, то есть во всех областях, везде вот Афанасьева, но не обязательно с фамилией Афанасьева, да, потому что по женской линии уже там другая фамилия получается. Но если так посмотреть, то Афанасьевых действительно сегодня очень-очень много, их потомки во всех областях, и их вклад очевиден в развитии нашей республики. Для того, чтобы восстановить биографию человека, естественно, это работа в архивах именно с ревизскими сказками, метрическими книгами. Работа в федеральных, в российских архивах, она систематически тоже ведется, да, там по поиску фотографий, по поиску, опять-таки, каких-то дат. Тоже переписка постоянно происходит и по электронной почте, да, там, и по почте России переписываемся. И не секрет, я в свой отпуск, например, да, вот очередной отпуск, не лечу куда-то там на море, на какие-то пляжи, да, я вот как раз часто в российских архивах провожу для того, чтобы что-то найти. Вот
Такое любопытство должно быть у человека, у исследователя. И каждая находка — это просто такая радость, да, вот со всеми хочется делиться. Иногда даже вот одна дата, да, которую ты находишь, она потом становится именно той отправной точкой, которая приводит к многим открытиям. Поэтому каждая дата, каждое имя, каждое событие, оно важно для исследователя. Это как связующее звено. А если там чего-то не хватает в этом звене, значит, цепочки не может быть. Поэтому находки окрыляют. Когда ты находишь фотографии этих людей, это тоже великое счастье. Например, про Афанасьевых я скажу, что ездила специально в Москву к Юлии Петровне Афанасьевой, да, и вот как раз ей было тогда 92 года, и она достаточно энергичная была, и показала свой фотоальбом, где я увидела наконец-то Афанасьевых, да, такие лица благородные, такие. Это вот просто такое, не знаю, тоже счастье было. Человечество все-таки придумало машину времени, это книги. Да? То есть вот через книги мы переносимся в разные эпохи, в разные времена и видим людей, да, во что они одеты, о чем они говорят, да, вот, что их окружают, там, что они там делают. Да? И тоже живо представляешь вот эту вот картину. То есть то, что мы сегодня пишем, то, что мы сегодня воссоздаем, это же будут читать уже через несколько десятилетий, да, наши дети, и будут также представлять. Ну, хотелось бы, чтобы наше сегодняшнее поколение, оно стало опять читать. Сегодня очень мало читает молодежь. Я всегда вот своим студентам тоже говорю, пожалуйста, читайте. Тот человек, который не читает, он перестает думать, анализировать, а думать всегда надо. На самом деле, вот как раз тем, которые хотят заниматься с восстановлением родословной своей, да, или там с нуля вот как раз начать работать над родословным древом, я хотела бы прежде всего, конечно, запастись терпением. Потому что эта работа, да, сначала записываются имена твоих предков, которые помнят твои бабушка, дедушка, да, там старшее поколение твоих родственников, а потом уже вот как раз походы в архив. Никто не хочет сначала, да, вот как раз заниматься вот этой рутиной, а потом уже, когда находят своих предков, там уже начинается самое интересное. Вот их захватывают, и они начинают все это очень, с большим интересом делать. Поэтому прежде всего я хочу, чтобы было терпение, огромное желание. Я хочу, чтобы все знали у нас в Якутии своих предков, да, чтобы наша молодежь стояла крепко на ногах. Это же корни. Вот тоже свое же выражение, сейчас я процитирую, которое там написала в книге про Афанасьевых: растения без корней не растут, так и люди. То есть, поэтому я пожелаю всем, которые хотят заниматься своим родословным, терпения, уважения к старшему поколению, да, и, конечно же, желание помочь своим родственникам обрести эти корни.